Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Манова. Сегодня в выпуске. Инспектирование городских объектов, встреча с горожанами и совещание с руководителями предприятий. Республиканская делегация во главе с Ростиславом Гольдштейном посетила Инту. Какие идеи намерены воплотить в жизнь представители сфер спорта и культуры? Горожане рассмотрели проекты народного бюджета на следующий год. Инту с рабочим визитом посетил временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Совместно с коллегами из правительства Коми он побывал в обществе с ограниченной ответственностью «Интинская», спортшколе «Юность», провел встречи с лидерами общественного мнения, депутатами Совета округа и руководителями предприятий. Во время рабочей поездки в Инту Ростислав Гольдштейн возложил цветы к монументу славы «Клятва». На мемориальных плитах архитектурно-скульптурной композиции увековечены имена 176 жителей Инты, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков было призвано 612 интинцев. Затем временно исполняющий обязанности главы республики побывал в обществе с ограниченной ответственностью «Интинская» и встретился с руководством агрокомплекса «Инта Приполярная». 49 работников агрокомплекса обратились к Ростиславу Гольдштейну с коллективным письмом о сложной финансовой ситуации. Общая сумма задолженности по зарплате составила 7,6 миллиона рублей. Руководитель региона поручил Министерству сельского хозяйства и потребительского рынка Коми совместно с руководством предприятия разработать дорожную карту вывода агрокомплекса из кризиса. На данный момент проблема с погашением долга перед сотрудниками решена, средства выделены. В ходе осмотра спортивной школы «Юность» Ростиславу Гольдштейну сообщили о протекающей кровле и необходимости капитального ремонта. В плавательном бассейне нужно заменить вентиляционную систему. Вопросы, связанные с текущими проблемами, нужно решать сразу. Мы сейчас проговорили. Это сейчас я говорю про протечку кровли. Она не первый год течет. И течет не по всей плоскости, а в конкретном месте. И вам говорят про это. Почему сразу нельзя устранить? Будем дожидаться, когда конструктив посыпется. Да? Нужно будет новое здание или капитальный ремонт. Это плохо. Нужно быстрее и острее реагировать на это. А вам не молчать. В рамках визита в Инту региональной делегации председатель правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко побывал на Интинской ТЭЦ, чтобы оценить ход строительства газовой водогрейно-котельной. Новый объект должен заменить устаревшую угольную ТЭЦ, повысить надежность теплоснабжения города, улучшить экологическую обстановку в округе и обеспечить подачу потребителям горячего водоснабжения надлежащего качества. На текущий момент происходит там, подрядчик у нас бурит под сваи. Забили мы из 1300 свай, 1000 свай. 100% забито свай под главный корпус, забито 100% под БКТП, который вот там будет. Забито под ВПУ 100% и под деску забито 100%. Остальные еще в процессе. Да. До этого у нас мы расторгли договор с генподрядчиком, который не выполнил свои обязательства в октябре 2024 года. Сейчас идет претензионная работа и судебные тяжбы с этим подрядчиком. И позавчера мы только заключили договор с подрядчиком на строительные работы СКС Групп, это из Кирова. Цена договора 2 миллиарда 82 миллиона. Да, выполнит он работы здесь по фундаментные будут, строительная часть по металлоконструкциям и будут работы выполнены по сэндвич-панели, то есть корпус. Несколько лет назад на территории Интинской ТЭЦ была построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная на 20 гигакалорий. Она предназначена для покрытия пиковых нагрузок и может работать на разных видах топлива. На данный момент используется мазут. В дальнейшем планируется перевести объект на газ. У меня, получается, есть возможность переключения с мазутом. Мы горелки такие ставим сейчас, потому что их будут менять, они будут газомазутные комбинированные. То есть альтернативные топливо. Около 2 часов Ростислав Гольдштейн посвятил активистам и лидерам общественного мнения Инты. Встреча проходила в Центральной библиотеке. В 2026 году она должна стать модельной. Такую задачу перед правительством региона поставил временно исполняющий обязанности главы Республики Коми. Очень рад вас всех видеть. Есть и знакомые лица. Все-таки элита Инты не меняется.
ну, и меняется в лучшую сторону. Да? Встретила нас прекрасная погода, гораздо лучше, чем в Воркуте. И сразу хочу сказать одно: оторвал бы языки тем, кто пишет, что НТ разрушается и гибнет. Знаете, был приятно удивлен состоянием города. Я знаю, о чем говорю, потому что так случилось по жизни. 9 лет проработал в Государственной Думе, 5 лет в Совете Федерации. Я видел, большую половину страны. Я хочу сказать, НТ выглядит отлично. Есть над чем работать, точно. Да? Это и фасады зданий, и благоустройство, и те дороги, которые есть, и не столько дороги, сколько дворы и тротуары в большей степени, которые мы должны привести в порядок. Встреча с представителями разных организаций и общественниками проходила в формате «Вопрос-ответ». Интинцы смогли рассказать обо всем, что их беспокоит в городе. От имени автолюбителей и от имени пассажиров нашего города хочу... Да, все верно. Эти 5 километров, которые для нас злободневны, которые соединяют железнодорожный вокзал и город, это для нас просто ужас. Значит, те истории, которые мне описали, я вам озвучивать не буду, они займут много времени, но байки, песни, стихи про это уже сложили. Можем показать, но знаем, что, скорее всего, проблема в том, что нет подрядчика, который хочет, и подрядчик был, но, соответственно, он не смог из-за того, что сообщение... Конечно, да. Был, но не смог, да, не смогла. Действительно. То есть столько еще было идей по этому поводу. Да, те причины, по которым он не выполнил контракт, нам непонятны. Да. Мы проговаривали сегодня про дороги, про решение вопросов, да, которые именно характерны для НТ, это отсутствие подрядчика. Да? Поэтому скажите, какое было поручение? Еще раз. Первое поручение, приобрести асфальтобетонный завод. На самом деле, это основная причина того, что подрядчик сегодня не может выполнять работу. И комплекс по укладке, либо перебросить комплекс по государственной компании, которая сегодня есть, коммунальной компании, либо, соответственно, посмотреть какие-то другие варианты для того, чтобы это можно было сделать. Потому что сейчас, на текущий момент, выделение средств, которые мы уже из года в год делали, выделяли, все, наверное, знают, на эту дорогу злополучную, которую мы хотели сделать, это было порядка 80 миллионов. Но из года в год эти деньги так и не были освоены по причине того, что текущий подрядчик, которого сегодня есть, Воронин, по-моему, фамилия, он просто отказывается работать с администрацией, выдавая, свой асфальтобетон за какой-то космический, а не за реальный, который... И вторая часть разговора, что вы же прекрасно понимаете, что пока будем делать перебазировку техники суда и разыгрывать очередные конкурсы, выпадет снег. Поэтому говорить, что мы сделаем это в этом году, не приходится, потому что мы ответственные люди. Сколько у нас занимает вопрос контрактования? Полтора месяца. Да, вот сейчас май, июнь и все. Да, поэтому, дорогие друзья, мы сделаем, конечно, все, попробуем, чтобы в этом году сформировать, так скажем, вот этот автопоезд, который создать условия, при которых мы сможем делать дороги в НТ. И уже не только сделать эти 5 километров, забыть опять куда-то увезти, а сделать так программу, чтобы за 5-6 лет вообще привести нормативное состояние хотя бы 85% агломерации, чтобы было в нормативе. Это деньги, и время. Я расскажу о нашем проекте Центральной библиотеки, который мы осуществили в 2024 году. Мы выиграли
грант главы Республики Коми, и наш проект «Интинская летопись алено-транспортных батальонов» стала победителем. Мы проездили по всем селам, собрали много материала и встречались с родственниками у жителей сел, которые уходили воевать и защищать нашу родину на Карельский фронт. И мы были поражены, что даже родственники не знали своих родных, которые уходили воевать в военно-транспортные батальоны. Итогом нашего проекта стал электронный ресурс, созданный на странице Крайгини на нашем сайте. А сейчас у нас очень скромная просьба. Если вы можете помочь нам издать печатное издание, нам надо не миллион, нам даже не надо 200 тысяч. Если есть такая возможность, в пределах 100 тысяч, и мы для жителей города и для жителей республики издадим информационную брошюру или буклет об участниках и интинцах алено-транспортных батальонов. Очень скромно просим. Ростислав Гальштейн не стал давать никому поручения, лишь попросил принести его телефон и тут же перевел необходимую сумму на изготовление печатного издания. Вы хотите прям сразу? Я просто немножко в обмороке. Да. Это такой подарок, я не верю, это не мне деньги, это нам на книгу. Спасибо большое, я в шоке. Ростислав Эрстович, хочу похвастаться нашими оленеводами. Вот я принесла несколько карточек. Это у нас проект 100 троп оленеводов, Щелдера-Берга. Это мне, да? Нет. Посмотри. Пока так, да. Проект был открыт у нас к столетию Республики Коми, и мы хотели сделать 100 условных вот таких карточек. На сегодняшний день их уже 176. Проект продолжается. Это наши мужественные люди, оленеводы, это ветераны, это люди, которые сейчас работают, это люди проработали, которые 40, 50, 60 и более лет в суровых условиях тундры. Это 60 лет. Представьте, сколько проработали всю жизнь в тундре. И поскольку у нас уже есть такой уникальный материал, у нас есть праздники, Терапкер с 97-го года идет, в этом году Шондыкыч. Вот, мы подумали и решили, что у нас нет памятного места оленевода. Пока в нашей Индии нету такого места. Поэтому нам бы тоже очень хотелось, я не знаю, кому есть, сейчас я вам покажу. Это не просто такое маленькое, это у меня целая композиция, но на ваше усмотрение. Это первое приближение к этой теме. Хотелось бы там увидеть нам и чум, и оленей, и оленевода, и чтобы это работало как фотозона, даже место, наверное, есть возле ЦМК, его можно установить. Сейчас спросите у меня, сколько это стоит? Да, но мне никто... Не стесняйся. Мне никто не мог сказать, сколько это стоит. Руслан, иди сюда. В ценах сегодняшнего дня. Сейчас закончили по паролю. Вот, покажу место. Давай-ка поставим? Да, конечно. Поставим. Отлично. Наши оленеводы будут довольны, наши интинцы еще больше, поэтому... Мой помощник Генрих Немчинов, он с Ижимского района, Да. парень. Я тоже. Да, вот поэтому я не могу отказать вам. Спасибо А что ты огромное. меня даешь? Ты все, обращайтесь, занимайтесь. Все, тогда я цену не называю. Спасибо. Также в ходе встречи интинцы озвучили ряд проблемных тем, касающихся большого количества безнадзорных собак в городе, нехватки врачей в медицинских организациях, летнего оздоровления детей на морских курортах. Руководитель региона постарался честно ответить на каждый вопрос, при этом не давая пустых обещаний по их быстрому решению. Перед отъездом Ростислав Гальштейн провел ряд совещаний с руководителями Интинской ТЭЦ, агропромышленного комплекса и депутатским корпусом.
Интинцы продолжают активно обсуждать проекты в рамках реализации программы «Народный бюджет» на 2026 год. На днях собрание провели представители учреждений культуры и спорта. Авторы предложений вынесли на суд общественности несколько инициатив, которые касаются проведения ряда ремонтных работ, обновления материально-технической базы и покупки необходимого оборудования. В минувшую пятницу в Центре национальных культур прошло очередное обсуждение инициатив в рамках проекта «Народный бюджет». В этот раз были рассмотрены предложения на 2026 год по 3 направлениям – в сфере культуры, этнокультурного развития народов и в сфере физической культуры и спорта. Открывая собрание, Ольга Юкса, начальник отдела спорта, вкратце рассказала собравшимся о том, чего удалось достичь и какие работы выполнить за последние годы, участвуя в проекте «Народный бюджет». Начиная с 2015 года по 2022 в рамках реализации проекта на территории нашего округа и в 3 сельских населенных пунктах было установлено 8 открытых плоскостных спортивных сооружений. 23-24 год, к сожалению, наши проекты не получили поддержки на уровне республики, поэтому отрасль спорта вот эти 2 года не реализовывала проекты. В 2025 году нам повезло, наш проект по замене дверей в спортивной школе «Юность» поддержан. Мы получили финансирование, и в этом году спортивная школа «Юность» будет осваивать полученные деньги. Максимальный размер субсидий, который предлагается Министерством спорта, это 1,5 миллиона рублей. Соответственно, бюджет муниципального округа докладывает свою часть 167 и, соответственно, средства граждан в том объеме, в котором будет заявлено в каждом из проектов. В этот раз к реализации на будущий год спортивные учреждения подготовили 3 проекта. Спортивная школа «Юность» заявила проект под названием «Эстетика и безопасность». Он подразумевает замену кафельной плитки в бассейне спортивного учреждения по адресу улица Лунина, 7. Бассейн функционирует с сентября по июнь. Здесь проходят занятия по физической культуре и спорту, тренировки спортсменов, проводятся спортивно-массовые мероприятия, осуществляется свободное плавание для всех жителей города. По итогам 2024 года плавательный бассейн посетили порядка 25 тысяч человек. Последний раз капитальный ремонт проходил у нас в 2011 году. Была произведена замена кафельной плитки чаши бассейна и на стене. Но ввиду агрессивной среды из-за перепадов температуры воздуха уличной стены, а также большой влажности, происходит частичное разрушение кафеля. На следующих слайдах попрошу продемонстрировать. Плитка отходит от стены, здесь конкретно видны участки, что происходит. Можно следующий. Разрушаются стыки, да, начинает сыпаться все. Можно следующий. Ну и плитка, соответственно, приходит в негодность. Она теряет внешний вид и трескается. Затраты, которые планируется произвести в рамках замены кафеля, составляют 1 686 000. Планируется заменить кафельную плитку на стенах площадью более 150 квадратных метров. Спортивная школа «Интинская» подготовила 2 проекта. Первый называется «Спорт начинается с безопасности». В его рамках коллектив учреждения хочет провести ремонт трубопровода лыжной базы, а именно заменить подземный участок трубопровода надземным во избежание ускоренного износа труб и создание условий для беспрерывного функционирования здания лыжной базы. На презентации вы видите схему прокладки труб на сегодняшний день. Красным цветом выделен участок трубопровода, который нуждается в замене. Замену необходимо произвести, так как данный участок частично имеет подземную прокладку. При этом уровень грунтовых вод находится выше уровня прокладки этого участка. Вследствие этого трубы постоянно находятся в воде, что ведет не только к теплопотерям теплоносителя, но и к повреждению изоляции, а также к ускоренной коррозии металла труб и арматуры. В случае прорыва трубопровода на время восстановительных работ будет остановлен образовательный процесс в здании лыжной базы. Планируется перенести участок трубопровода, на схеме он выделен зеленым цветом, и сделать его надземным, на эстакаде,
Так, мы планируем избежать воздействия на трубопровод грунтовых вод и сохранить возможность проезда спецтехники вокруг здания физкультурно-оздоровительного бассейна. На фото вы можете наблюдать планируемый результат реализации проекта. Мы провели письменный и онлайн-опросы граждан нашего города. По результатам письменного опроса 180 человек поддержали наш проект. В онлайн-опросе в Госпаблике ВКонтакте приняли участие 174 человека. Из них 158 проголосовали «за», 14 против, 2 воздержались. На диаграмме вы можете наблюдать общее количество участников опросов. На сегодняшний день это 354 человека, из которых 95% поддержали наш проект. Второй проект «Сделаем спорт уютным». В рамках его реализации учреждение надеется обновить настенное покрытие вестибюля и произвести замену дверей внутренних помещений спортивной школы «Интинская». На презентации вы можете наблюдать фото вестибюля спортивной школы «Интинская». Здание физкультурно-оздоровительного зала было запущено в эксплуатацию еще в далеком 1993 году. Облицовка настенного покрытия кафельной плиткой была выполнена тогда же, то есть более 30 лет назад. Ежегодно силами работников учреждения проводится частичный ремонт настенного кафельного покрытия, включающий в себя замену сколовшихся или отошедших сегментов кафеля. Вследствие разрушения и ежегодного частичного ремонта кафельное покрытие выглядит неэстетично. Регулярные сколы покрытия в силу своей старости также могут быть небезопасными для посетителей. В рамках реализации проекта мы планируем заменить устаревшее кафельное покрытие стен вестибюля на современные негорючие панели оптиплит. К замене предложены 10 дверей. Это входные группы мужского и женского туалета, раздевалок и душевых, дверь сауны, рабочей комнаты и рабочего туалета. В области культуры вниманию зала были представлены 2 проекта. Коллектив Центральной библиотеки подготовил проект модернизации многофункционального конференц-зала учреждения. Все знают, что это наша центральная библиотека, центр досуга, не только досуга, там не только проходят читатели, но и проводятся различные мероприятия тематические и для детей, и для взрослых. Встречи проходят и городского масштаба, приезжают и из республики. Все это проходит, крупные мероприятия у нас в конференц-зале. Многие там были, присутствовали, знают, как проводятся мероприятия. Мы стараемся, чтобы мероприятия проходили интересно. Техника, конечно, которая присутствует в нашей библиотеке, она служит уже более 10-15 лет. И поэтому иногда, как бы мы ни старались, как бы ни скрасили, мы не можем полностью изменить. Даже бывает это очень грустно, может где-то микрофон неправильно работать, может быть даже прекратится звук. И когда мы говорим о том, что сейчас современность идет, модельная библиотека, нам хочется быть модельной библиотекой, тем более это направление в республике, направление в России, и ИНТА должна тоже соответствовать. В рамках проекта учреждение надеется оснастить конференц-зал современной техникой, приобрести экран с проектором, монитор и системный блок для работы специалистов, радиосистему с микрофонами, сабвуфер и колонки с усилителями. На эти цели учреждению необходимо 1 миллион 130 тысяч рублей. Дом культуры разработал проект проведения открытого городского фестиваля-конкурса патриотической песни под названием «Алтарь Отечества». Сотрудники учреждения хотят благодаря проекту «Народный бюджет» приобрести новую стационарную аппаратуру, в частности, современный цифровой пульт и микрофоны. В настоящее время остро стоит вопрос модернизации деятельности Дома культуры. Требуется комплексный подход к улучшению работы учреждения, обновление содержания культурно-досуговых программ, совершенствование форматов взаимодействия с аудиторией, внедрение новых методов работы с различными социальными группами, повышение технического уровня проводимых мероприятий, расширение доступности культурных программ для всех категорий населения. Современное культурное учреждение не может функционировать без соответствующего технического оснащения. В сфере этнокультурного развития народов были заявлены 3 проекта. Сотрудники библиотеки поселка Юстедор хотят организовать этнопространство для проведения занятий по изучению коми языка и культуры. Читателям библиотеки хочется современного оформления в едином стиле.
обновления мебели. На дворе 21 век. Современный библиотечный процесс уже нельзя представить без использования новых технических средств и новых технологий. К сожалению, на сегодняшний день в нашей библиотеке имеется только один компьютер. С появлением мультимедийной техники библиотечные мероприятия стали бы более информативными и увлекательными. Новые информационные технологии создают библиотеки более привлекательным для так называемого цифрового поколения. Наши дети не должны забывать свой родной язык, свои корни, свои традиции и обычаи. Коллектив Центра национальных культур заявил к участию в народном бюджете межрегиональную культурную программу «Неделя коми-культуры» в гостях на Ненецкой земле. Как вы знаете, Центр национальных культур уже давно занимается развитием межнациональных связей. На базе ЦНК существует несколько национально-культурных обществ, участники которых делятся своими традициями, обычаями, культурой, самобытностью. Мы решили немножечко раздвинуть рамки и выйти на межрегиональный уровень. Мы уже начали, так сказать, межрегиональные связи с нашими ближайшими соседями, это Ненецкий автономный округ, который является самым малонаселенным субъектом Российской Федерации. В следующем году поселок Хоривер будет отмечать свой 100-летний юбилей. А одновременно с этим наша Республика Коми будет отмечать 105-летний, как бы такую дату красивую, тоже юбилейную. Поэтому мы решили соединить два этих мероприятия больших и съездить к ним с творческой поездкой, как бы от Коми народа к ненецкому народу. Центральный дом культуры представил вниманию общественности проект под названием «Зов тундры» в рамках проведения праздника Тереп-Кор – «Быстроногий олень». Праздник проходит 2 дня, как вы знаете. Первый день на сцене Дворца культуры и техники проходит открытие и яркая самобытная программа с участием сельчан и гостей Инты. Во второй день на поле возле поселка Юстудор, который в народе назвали Олень-поле, разворачивается массовое действие. Главные участники мероприятия, конечно же, оленеводы. В 2023 году впервые в празднике приняли участие оленеводы из НАО, и приехало много творческих коллективов и мастеров прикладного творчества из разных муниципальных образований Республики Коми, что очень понравилось интинцам, обновило наш праздник и оживило действие. Собственно, это и подвигло нас выйти с проектом «Народный бюджет 2026» и с большой надеждой, что все-таки этот праздник состоится в традиционном виде на поле Юстудора. Для организации праздника в проект заложены организационные расходы, связанные с приглашением иногородних участников, в том числе подарочная и сувенирная продукция, транспортные расходы и многое другое. Заслушивание всех заявленных проектов длилось около часа. По итогам обсуждений прошло голосование за каждый проект. Все проекты были одобрены общественностью. Проекты, которые получат поддержку наибольшего числа граждан и впоследствии отобранные на конкурсной основе региональной комиссией, получат финансовую поддержку из бюджета Республики Коми и будут реализованы в 2026 году. 21 апреля началось голосование за объекты благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды. Жителям необходимо выбрать территорию, которую будут приводить в порядок в 2026 году. Проголосовать можно на сайте госуслуг. Федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ежегодно жители Приполярья принимают в нем активное участие. На этот раз интинцам предлагается проголосовать за одну из 2 представленных территорий. Среди них участок возле дома 50А по улице Куратова, территория между магазинами «Магнит» и хоккейным кортом, и общественная территория между домом 23 по улице Горького и площадью Ленина. Интинцы встретили светлое Христово воскресенье. Православные прошли крестным ходом от храма Святой Троицы до центральной площади города, где состоялась концертная программа «Звенят колокола весенние». Протоиерей Василий поздравил жителей Приполярья с великим праздником и осветил пасхальные куличи и яйца. 20 апреля, в день Светлого Христова Воскресенья, в Инте состоялся традиционный пасхальный крестный ход. Десятки православных прошли в колонне под праздничные песнопения.
В шествии приняли участие священники, прихожане всех возрастов и семьи с детьми. Ход продолжался около получаса. Пройдя по намеченному маршруту от кладбища по улице Мира до перекрестка Безымянной, верующие свернули на площадь Ленина. Здесь к этому времени горожане с нетерпением ожидали прибытия батюшки. Настоятель храма Святой Троицы отец Василий поздравил всех собравшихся с Великой Пасхой и рассказал о празднике. Батюшка напомнил о том, что Христос призывал людей радоваться, ведь радость побеждает уныние, грусть и апатию. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, слава Богу, что мы сегодня опять в этом году дожили до этих светлых праздничных дней. Ликует сердце, радуется душа. Сегодня с вами встречаем один из самых торжественных праздников и торжеств. А чем же этот праздник знаменателен? Чем же так торжественный? Потому что своим воскресением Господь победил. Мы сегодня празднуем разрушение, умерщвление смерти. Мы сегодня празднуем разрушение ада. Мы сегодня празднуем начало новой жизни. И хотя, дорогие братья и сестры, в нашей с вами земной жизни зло, оно никуда не делось. Но Господь нам дает силу, Господь нам дает помощь бороться с этим злом. В Священном Писании Господь говорит, дает нам заповедь, новую заповедь даю вам. Да любите друг друга, как и я возлюбил вас. После вдохновляющих слов священника зазвучала традиционная молитва в честь воскресения Христова. Отец Василий осветил куличи, яйца и пасхи, принесенные интинцами. Христос Торжественная процессия после обряда освящения продолжила путь обратно к храму, а на площади начались народные гуляния. Праздник продолжили местные вокальные и танцевальные коллективы. Спасибо, Господи, за все, за эту светлую зарю, за каждый день в Твоей судьбе, за все Тебя благодарю, за хлеб насущный и за кровь, и за друзей, и за врагов. Пусть каждый вслух произнесет: спасибо, Господи, за все. Пасха для нас – это большой семейный праздник, и в этот раз мы пришли уже подготовленные, особенно готовились и испекли такие кулич вкусный, творожный, и яички красили, и окунулись в детство, когда всей семьей, все вместе за столом мы украшали эти яйца. И вот в этом году для нас это особенный праздник. Вместе с женой мы пришли, поучаствовали с крестным ходом в праздничном мероприятии и осветили куличи. Всех интинцев поздравляем с этим светлым праздником и желаем счастья, здоровья и благополучия. Пасха – это для каждого человека очень знаменательный день. В этот день воскрес Иисус Христос, и мы все благодарны Ему за Его помощь, за Его благословение. Ну и, мне кажется, каждый человек старается жить по божеским законам. Так же, как и мы, все люди, тоже и я как бы стараюсь. Но в такой праздник я пришла, конечно, первый раз сюда, на площадь. Так мы с мужем, муж у меня ходил в церковь раньше, а сегодня вот выступали «Русская душа», и нам повезло, так сказать, что присутствовать на освящении куличей. И мы очень рады этому светлому празднику. Всем мира, добра, благословения, жить дружно и мирно. Да, Пасха – это все, это самый главный праздник христианский. Сегодня весь народ, и кто верит, и кто не верит, вот даже на площадь пришли. В церкви сегодня с утра люди, ночная служба была. Кто не смог пойти ночью, значит, около телевизора стояли, московскую службу смотрели. Поэтому, конечно, праздник
Христос воскресе! Это... О, даже солнце выглянуло, видите, как хорошо. Не было солнышка. Это важный праздник. Вас с праздником всех и всех наших интинцев с праздником. Христос воскресе! Сегодня пришла, выступала для наших интинцев, поэтому, конечно, с радостью им пожелала тоже с праздником, всем здоровья и благополучия нашей инте. Пусть развивается, пусть живет, пусть растут детки, пусть наши жители будут счастливы. Христос воскресе! Пасха – невероятно богатый и светлый праздник, вместивший в себя и глубинный смысл, и искрящуюся радость, и благоговейный трепет. Для многих интинцев этот праздник детства, и все воспоминания и традиции, связанные с ним, невероятно теплые и радостные. В завершении выпуска объявления 23-24 апреля в Инте будет проводиться командно-штабная тренировка по установлению уровня террористической опасности. Горожан просят соблюдать спокойствие и порядок. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.